Вот, завтрак. Хорошо в этом хостеле есть завтраки, короче. Тут можно маслица вон взять. Маслица, джем к этому. Тут вот набирают кофе, чай, ребята. Время 7 утра, 7:30 уже. Сейчас поесть и спать чуть-чуть. До 12 до полудня время есть. И двигать в Таиланд. Ну все, уже сидим на чемоданах. С Артемом выходим вместе. Вместе в одном направлении, но на разных скоростях. Сейчас допью вон кофе. И пойдем. Ну все, по коням. Люди все заезжают и заезжают. Там гитаристы. Первый мой хостел, первый мой платный хостел, за который я заплатил. Так, всегда когда-то первый раз. Все, еду на выезд из города. Ну, что сказать про Винтиан? Спокойный городок относительно других столиц, относительно Ханоя того же. Такой чувствуется провинциальный, простой. Несмотря на то, что тут акцент основной делается на туризм, в принципе, для туристов тут не сильно развито. Но это как раз и притягивает туристов, то, что тут мало тронутого, мало искусственного. То есть, как оно есть. Бардак, мусора, в принципе, местами много. Ну, здесь надо побывать, так не объяснить словами. Надо сравнивать. По-простецки. Но по ценам здесь все рассчитано на туристов. Цены здесь не маленькие, я скажу. Либо рубль так упал. И то уместно. Зашел на территорию храма. Их здесь очень много, кстати. Винтиане. Целые цепочкой идут друг за другом. Вполне все открыто, можно заезжать, спокойно фотографироваться. Никого нет, тишина. Сиеста, жара, все по помещениям рассредоточены. Приятная атмосфера такая. Капец, тут дороги, обочина вся песочная. Тут выйдешь, сразу снесет тебя на землю. На землю подскользнешься точно. До границы еще чуть-чуть. Еду. Все, достал паспорт. Уже вот на таможне лаосской. О, до 16 декабря у меня есть время. 3 дня еще, так что я успел вовремя. Ну, поехали. Все знакомые здесь. Опять швейцарец переходит от Таиланда. Заполнил иммиграционку. Сейчас пройдем. Все, прошел лаосскую таможню. Выехал на мост Friendship Bridge. Мост дружбы через реку Меконг. Еду на сторону Таиланда. Туда. Так здорово, когда посещаешь первый раз страну, новую, неизведанную. Хотя разница, в принципе, между лаосским народом и таиландским не такой уж большой, я думаю. Письменность одна, вроде как. Меконг разделяет, географическая такая граница здесь. Как и всегда, в принципе. Либо горные цепи, либо реки. Тут, кстати, движение левостороннее на этом мосту. Мне дальнобойщик подсказал, а так я бы в лоб поехал бы всем.
Вот, бордер. О, ну все, теперь тайскую заполняю. И мой друг опять здесь. Мы с ним вместе проходим. О, все. Я в Таиланде. Печати все поставлены. Ничего не проверяли, то есть сумок никакой проверки. Все спокойно, свободно. Добрые сотрудники таможни. Все без проблем. В общем, еду дальше. Таиланд, привет. Оказывается, здесь левостороннее движение. А я думаю, что-то мост неправильный какой-то. Как-то построили его непонятно. Оказывается, в Таиланде вот так вот. Я даже не знал. И машины праворукие здесь. О, зашел в кафешку воды попросить, чтоб налили. В итоге дали бутылку. Вот красавцы, Таиланд встречает. Ну все, теперь у меня есть месяц в Таиланде. Снял баты. Баты таиландские. Курс, по-моему, 1 к 75. То есть 1 рубль это 1,75 бат. Вот тут их король. По-моему, покойный, кстати. На обертке. О, солнечные панельки стоят. Вот это здорово. Классная здесь дорога. Широкая, хорошая. Как в Китае. Едем. Опа! Встретил ребят из Южной Кореи. Молодцы, красавцы. Сейчас еду с ними, они сейчас в хостел едут. Вообще молодцы. А what the city? Сеул? Yeah. City. Окей. Из Сеула. Молодцы. Юго-Восточной Азии едут. Они муж с женой. Проехали 9000 километров уже. 9 месяцев ездят. Вообще красавчики. Надо тоже жену найти. Блин, непривычно ехать по левой стороне. Шарахаюсь от фур, от машин. Пролетают. Дорога хорошая. Все, ребята уезжают. Мы проехали буквально пару километров с ними. Сейчас я заеду покушать. Хочу кушать и потом вставать на ночевку надо. Я перекусил. Дело уже к вечеру. Надо искать место для палатки. Курс оказывается наоборот. То есть 1 бат это 1,72 рубля. То есть 100 бат это 172 рубля. И, кстати, цены здесь небольшие. Я поел всего так 50 бат. Это 80 рублей. Риса с мясом на 80 рублей. Цены вообще маленькие. Я бы такого поел бы на 150 рублей бы в Лаосе или во Вьетнаме. Ну, как повезет. Здорово. Ну все, расположился. Завтра будет интересный день. Через километров 15 город будет, Удатхани, по-моему. Я посмотрел в гугле, там будут веломагазины. Мне нужно все-таки приобрести ботинки.
пока босиком не начал ходить. Ботинки, спицу поставить нужно, не забыть. Подножку нужно. В общем, необходимо. А сейчас спать, отдыхать. Первая ночевка в Таиланде. 30 дней у меня есть. До Малайзии, скорее всего. Вот, прекрасно. Классная природа. Озеро здесь рядом. Цапли летают. Вот, кстати, где все ласточки-стрижи зимуют. Здесь. Ладно, доброй ночи. Все, доброе утро. Собрался. Еду дальше. До города чуть-чуть. В первый веломагазин. Там вон видно. Велики стоят. Закрыто. Поеду дальше. Другой. Все, зашел в веломагазин. Купил подножку. Во. Сейчас меняю, сижу. Короче, здесь вилка есть ригидная. Стоит 1800, короче, бат. Это 3000 рублей, грубо говоря. Вот, я не знаю, брать ее или не брать, чтобы этот лишний вес не возить, эту вилку, которая не работает. Может ее взять, ригидку. Не знаю. Ну вот моя вилка. Килограмма 4, которая весит. Вот, которую я хочу поставить. Она раза 4, наверное, легче. 4 килограмма я просто сброшу сейчас. Отлично, давно об этом мечтал. Сейчас вот обрезают вилку. Высоту. А то всегда с запасом делаю. Блин, я так доволен, что сейчас легкая вилка будет. Хоть сброшу килограмма 3-4. Ну вот, даже вид совсем другой. Удалось присобачить сюда этот крыло. Отлично. Приобрел еще сумки. Сумку, короче. Та у меня просто в труку превращалась уже. И вот. Хорошая вещь. Ну вот и мои обновки. Шимановские. Вышли за 3000 бат. То есть где-то 5000 с лишним. Ну, такая цена есть у них. На все, мои старички. Сегодня я с ними попрощаюсь. Тут были еще и черные, только у них размер меньше. Это трековский магазин. Тут одни треки почти. Все, вроде все взял, что нужно. Спицу поменяли. И нужно о себе не забыть. О своем организме покушать. Сегодня ничего не ел. Я посижу, тут Wi-Fi есть. Так. Кстати, палочками они здесь не едят. Они здесь вилкой, ложкой. Мне так непривычно, я привык палочками. Еще я взял перчатки со вставками мягкими. А то мне посоветовали для моих суставов, хотя с ними все нормально. Тем более, что сейчас у меня вилка не амортизирующая, ригидная. Пусть будут, в общем. Все равно помягче. Сейчас поел. Отлично.
Везде изображение их короля покойного. Все, выезжаю из города, но выезжаю для того, чтобы найти ночлег. Весь день сегодня заняло у меня. Вот эти приобретения. Ну вот, приобрел еще витаминов таиландских. Мегамен. Надо следить за здоровьем, а то действительно расход большой. Расход энергии, расход витаминов. Я совсем начинаю забывать, что мне еще, не мне, а нам еще Чувашию с колен поднимать. Поэтому вот берегите себя, друзья. Я тоже буду стараться. Еще много нам нужно сил, много здоровья. Нельзя его терять. Сейчас будет ритуал сожжения отслуживших мне вещей. Вот здесь даже рубли вожу еще с собой. Лежат так и лежат там на дне. Пусть теперь здесь лежат. Может, лет через 1000 кто-нибудь откопает и сделает вывод, найдя вот эти рубли, что здесь были россияне. Были, ночевали. Стоянка древнего россиянина. Не знаю, смогут ли они определить, что я чуваш или нет. Как определить? Что мне оставить? Чувашских монет нет. Ну все, прощайте, мои дорогие. Спасибо вам, отслужили верой и правдой. Столько воспоминаний с вами. Вот это еще неплохо держался. Еще можно было бы ездить даже. Но правый всегда подводит. И тебе, сумочка, спасибо. Тебя мне подарили в Азербайджане, в Баку. Сколько ты уже отъездила, но уже в труху начала превращаться. Уже стала дырявая. Потерял один ключик, так, шестигранный. Вон аж через дырку огонь внутрь заходит. Хорошо горит. Теперь вы будете мне служить. Но если подведете, кончите так же. Понятно вам? Ух, как горят, а! Плавятся там все.
Ну все, назад их уже не вытащить. Поносить не удастся. Долго горят, однако. Если бы я застрял где-нибудь зимой в казахских степях, то можно было бы разжечь эти ботинки и согреться. И они бы спасли бы мне жизнь. Буду знать. И вы теперь знаете, дорогие зрители мои, на будущее. Чтоб не замерзнуть, надо сжечь ботинки. Теперь их уже не узнать. Только по колечкам для шнурков можно определить, что это какие-то ботинки. Черный дым резины поднимается на небо. А сейчас, сумочка, и твое время придет. Подожди. Понаслаждайся огнем. Чего ждать? Хотя, иди тоже туда. Так, я там все достал. Ничего там нет, кроме монет. Шлейф какой-то. Да, мне тоже не нужен. У меня ничего такого нет. О, а это пригодится. Ну все, иди, родная. Взял еще сегодня типа маленьких грейпфрутиков, килограммчик такой. Интересно попробовать, что-то новое такое. Как это называется, я даже не знаю. Ну как грейпфрукты маленькие. Похоже немножко. Но это все горит. Ну что, отдыхать, спать. До завтра. Завтра будет новый день. Завтра уже нужно долбить. Долбить и долбить. По равнине. До моря будет все равнина. Силы есть, витамины есть. Путь. Сейчас спать.